Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных темах минувшего дня. Министр внутренних дел Роберт Киут встретился с заместителем начальника Главного управления уголовного розыска МВД России Андреем Щуровым. Детский фонд Абхазии провел круглый стол, посвященный проблемам девочек подросткового возраста. В Сухумской 4-й средней школе прошел открытый урок по правилам дорожного движения. Глава Башкортостана Ради Хабиров и президент Абхазии Аслан Бжания, принимающие участие в торжествах по случаю Дня Республики Башкортостан, обсудили в Уфе планы сотрудничества в экономике и туристической отрасли. Стороны выразили заинтересованность в наращивании торгово-экономических отношений. Президент Абхазии высоко оценил уровень развития Башкортостана. Республика в экономическом плане состоялась. У нее огромный потенциал, который с каждым годом раскрывается. Все сферы – спорт, наука, культура, экономика – развиваются хорошо. Лично на меня Башкортостан производит очень приятное впечатление во всех отношениях, отметил Аслан Бжания на встрече с Хабировым. И вот результат достигнутых договоренностей. В Абхазию прибыла первая группа пенсионеров по новой программе «Башкирско-Абхазское долголетие. Туризм». Ознакомительный тур запланирован для группы из 46 человек. За 5 дней своего пребывания в Абхазии серебряные туристы из Башкирии посетят озеро Рица, дачу Сталина, познакомятся с достопримечательностями Нового Афона и, конечно, отдохнут на побережье Черного моря. Абхазия для меня будет интересна чем? Это будет путешествие в прошлое. Последний раз я там была 54 года назад, когда мне было 6 лет. Программа «Башкирское долголетие» – это просто супер интересная программа. Спасибо Радию Фаритовичу за это. Башкирско-абхазское долголетие. Красоты мира для старшего поколения. В Астрахани завершила свою работу 39-я конференция Южно-Российской парламентской ассоциации. В заседании Совета ЮРПА, которое прошло под председательством Игоря Мартынова, принял участие спикер Народного собрания Абхазии Лаша Ашуба. Делегатами форума было рассмотрено и одобрено около 50 законодательных предложений, подготовленных депутатами парламента, входящих в состав ЮРПА. Ключевая тема конференции ассоциации – развитие туризма в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах Российской Федерации. Инициированы корректировки законов и кодексов, нацеленные на усиление социальной поддержки, медицинского обеспечения граждан, стимулирование экономической деятельности, активизация общественной жизни и местного самоуправления, укрепление стабильности в бюджетно-финансовой сфере. 40-я юбилейная конференция ЮРПА пройдет весной в Калмыкии. Министр внутренних дел Роберт Киут встретился с делегацией Главного управления уголовного розыска МВД России во главе с заместителем начальника Андреем Щуровым. Стороны положительно оценили результаты текущего взаимодействия и наметили планы дальнейших мероприятий. Подробности встречи в материале пресс-службы МВД. 12 октября министр внутренних дел генерал-майор милиции Роберт Киут принял делегацию Главного управления уголовного розыска Министерства внутренних дел Российской Федерации во главе с заместителем начальника генерал-майором полиции Андреем Щуровым. Такого рода встречи у нас в Абхазии проходит впервые, но в то же время для нас это очень важно. Для нас очень важно налаживание наших дружеских взаимоотношений, отношений в плане организации правильной работы по линии розыска. Ведь уголовный розыск является основой всей оперативной деятельности Министерства внутренних дел. Это, так сказать, фундамент, который нам дает возможность сегодня работать именно в налаживании стабильности в стране, благосостояния, правопорядка, безопасности наших граждан. Это главный инструмент. И если мы сегодня имеем возможность с вами наладить правильные отношения и получить хороший результат, конечно же, для нас это очень важно. Мы тем самым хочу подтвердить, что мы очень рады тому, что вы сегодня к нам прибыли.
На встрече присутствовали первый заместитель министра внутренних дел Республики Абхазия, начальник криминальной милиции генерал-майор Руслан Ажиба, главный советник министра подполковник Инал Маршаня, его начальника управления уголовного розыска МВД Республики Абхазия полковник милиции Лхас Габля, официальный представитель МВД России в Республике Абхазия Сергей Галенков. В ходе встречи стороны обсудили вопросы взаимодействия по розыску лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда. Действительно, цель поездки – придать новый импульс в организации, в первую очередь, разыскной работы. Мы сейчас перед встречей с вами были у посла нашего. Я пообщался с представителями совместного центра, который создали вы вместе с Владимиром Александровичем при поддержке наших двух министерств. Да? Есть много интересных моментов, много интересных вопросов, практическая деятельность. Я считаю, что центр нужно использовать в полном объеме. Есть там свои нюансы, свои вопросы, но я думаю, что в процессе уже рабочем, как говорится, без камер, мы это уже обсудим дополнительно. А в целом, конечно, я очень благодарен вам, что вы пригласили нас в свою республику. И сегодня мы наблюдаем хорошую такую динамичную работу в развитии наших отношений, и она дает свои плоды. Вот то, о чем вы говорите, что снижение уровня преступлений и все остальное, это все, конечно, связано с тем, что ведется очень серьезная комплексная работа, как и нашими подразделениями, так и совместно с российскими коллегами. Основа, которая, скажу так, сегодня это по линии розыска, что на территории Российской Федерации в Абхазии мы постараемся полностью в полном объеме взаимодействовать. Стороны положительно оценили результаты текущего взаимодействия подразделений уголовного розыска и наметили планы дальнейших совместных мероприятий. Сотрудники правоохранительных органов задержали в селе Абгарху Гудаутского района ранее разыскиваемого Ашуба Энри Эдиковича, сообщается на сайте Генпрокуратуры. Ашуба подозревается в совершении убийства Джугеля Романа Лавриковича, имевшего место 3 июля этого года. В ближайшее время в установленном законом порядке в Сухумский городской суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Детский фонд Абхазии провел круглый стол, посвященный проблемам девочек подросткового возраста. Мероприятие было приурочено к Международному дню девочек, который отмечается 11 октября. Основная тема обсуждения была связана с насильственными действиями в отношении несовершеннолетних девочек. В работе круглого стола приняли участие уполномоченный по правам человека в Абхазии Анна Сласурия, уполномоченный по правам ребенка в Абхазии Мактина Джинджолия, психологи, общественные деятели. Детали у Гугуца Вардания. Международный день девочек – это праздник, учрежденный Организацией Объединенных Наций 11 октября 2012 года, чтобы обратить внимание на права девочек и проблемы, с которыми они сталкиваются в силу своего пола и возраста. Об этом в нашем обществе говорить не принято, но проблемы все-таки существуют. И знаете, что самое удивительное? Мы с вами все были подростками здесь сидящие, но мы забыли об этом. Поэтому у нас очень много возникает проблем на родительском уровне, на преподавательском уровне. И надо разобраться, почему это происходит. Потому что мы не видим наших подростков, мы не хотим видеть их проблемы, мы не замечаем эти проблемы. Или нам кажется, что только мы понимаем, как надо, а они этого не понимают. Во встрече приняли участие уполномоченный по правам человека в Абхазии и уполномоченный по правам ребенка республики. Они отметили, что безопасность молодой девушки – один из самых важных аспектов, а еще поддержка. У нас в стране, к сожалению, встречаются все виды насилия, которые есть во всем мире. Основное, наверное, что можно сделать для того, чтобы поддержать девочек, которые наиболее уязвимы, особенно в таком традиционном обществе, как наше, когда девочка, женщина находится в такой ситуации, когда, что бы с ней ни произошло, почему-то она не рассматривается как жертва, почему-то вину всегда находят в ней самой. К сожалению, мы, когда говорим о насилии вообще, да, мы говорим чаще всего о насилии, совершенных в адрес женщин, хотя и мужское насилие имеет место быть, но по статистике мы говорим больше всего о насилии над женщинами,
мальчиками, девушками, девочками. И самое страшное – это незащищенность таких людей, которые попадаются. И самое, опять же, самое страшное в этом во всем, что, во-первых, человек не знает, где искать защиту, и он не способен сказать. Ты даже самому близкому человеку не можешь об этом рассказать, потому что чувствуешь стыд. Ты чувствуешь себя ответственным, ты чувствуешь себя виноватым, и ты не знаешь, куда обратиться. Мы научились уходить от проблемы. Ну, если об ней не говорить, ее как будто бы нет. Мы сейчас можем говорить долго о современном состоянии общества и так далее, но, на мой взгляд, самое страшное, вот в моей практике так бывает, это не часто, это не массовые какие-то ситуации, но когда приходит девушка хорошо за 30 и рассказывает о том, что когда-то в 5 или в 7 лет она подвергалась домогательству со стороны пожилого человека, соседа, родственника. Вот это действительно становится очень страшно. И мы не можем говорить о том, что это сегодняшнее явление, вот, которое сегодня у нас появилось. К сожалению, это было всегда. Другой вопрос, что сейчас, благодаря действиям различных структур, организаций и так далее, выявляемость стала увеличиваться. Но я вот вам могу смело ссылаться на свой собственный опыт практически. А девушки доведены и до психологических, и до психических расстройств. И очень часто приходится перенаправлять к коллегам-психиатрам. Затрагивая тему домашнего насилия, участники встречи подчеркнули, что в республике есть большая потребность в кризисных центрах. Во многих случаях жертвам насилия некуда идти. Реальная статистика фактов насилия над детьми отсутствует. Школы действительно являются огромной для нас проблемой. Чтобы получать различные сигналы, недостаточно для того, что мы получаем их от работника поликлиники, который спустя месяц, ребенок или семья обратилась, она увидела там какие-то ушибы, синяки, ушибы. Если ребенок после того, как произошло какое-либо насилие, он приходит в школу. Они не передают. Случается так, что ребенку опасно находиться в собственной семье. В этих случаях очень важна школа, ведь ребенок большую часть своего времени проводит именно в ней. Педагоги имеют право сообщить о правонарушении в соответствующие структуры. Но, к сожалению, и здесь проблему чаще всего замалчивают. Мы с вами прекрасно понимаем, что ответственное родительство – это очень важно, что ребенок воспитывается дома, на примере старших, но и задача общества тоже очень серьезная, очень большая, очень важная. И государство вместе с обществом. Вот когда эти три единства будут взаимодействовать, будут в гармонии, тогда мы вырастим поколение, которое на самом деле будет строить благополучную жизнь в Абхазии. Все участники круглого стола отмечали, что о проблеме нужно говорить. Только тогда появится возможность проследить за реальной картиной. И только тогда появится решение. Гугу Савардания, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Специальные уроки и мероприятия по обучению правилам дорожной безопасности всегда актуальны для детей. Эту необходимость диктует сама жизнь. Главная задача – сделать все, чтобы улицы и дороги стали для маленьких пешеходов и пассажиров безопасными. Решение очевидно. Любой ребенок должен понять и усвоить правила поведения на дороге и в автомобиле. В Сухумской 4-й средней школе прошел открытый урок по правилам дорожного движения. В мероприятии принял участие министр внутренних дел Роберт Киут. Репортаж Шазина Ханагуа. Каждый день маленькие пешеходы бывают на дороге, поэтому они должны понять и усвоить правила дорожного движения. Ребята в игровой форме познакомились с историей возникновения правил дорожного движения и дорожными знаками. С помощью загадок и стихов школьники изучили и закрепили, как правильно переходить дорогу, как вести себя в автомобиле, а также как безопасно управлять самокатом и велосипедом. Узнали много нового о безопасном поведении на дорогах. Мероприятие прошло весело и задорно.
Машины, дороги с активным движением, пешеходы, светофоры окружают нас с самого детства. И взрослый мир знает, насколько опасно может быть на дороге и как важно соблюдать правила. Причем важны они не только для водителей, но и для всех участников. Знаки дорожного движения – это азбука дорог, своеобразный язык для водителей и пешеходов всех стран мира. Их знание лежит в основе безопасности. Абыси пшуко царадыра гана хала аусква ласыла семипготхот избанзар яха амир нухцера гана хала юко бота такила заша арта сотрудник собрия аус дара зядруот арцейша топ идут за сейчас фастахоп абаси пшуко баси пшцу ихау и бзио виза мероприятия хиба прижгаз Абыси школку зиги абриза аус яд гылана аус бептгут карцана хаги хай ход избанзар хушкор аргана хала хушкор руху ала ай хабикын зака кнера убряла аварпсек хархарки пшатагла заша халшу. По безопасности дорожного движения в Республике Абхазия осуществляется ряд мероприятий, профилактических мероприятий, направленных на безопасность дорожного движения. Такие мероприятия были организованы в Гальском районе, в Тварчельском районе, в Ачамчире и в городе Сыктывкар, в Гуличском районе. И мы продолжим данные мероприятия. Мы за то, чтобы наши дети жили в безопасности и всегда были опрометчивы, осторожны, переходили дорогу внимательно. Водители как можно были больше внимательны на дорогах, на нашей республиканской трассе, на наших городских улицах, потому что зачастую дети выходят на дорогу, играют, идут со школы. Данные мероприятия направлены на недопущение правонарушений и преступлений в республике. Инициатором данного мероприятия является министр внутренних дел, генерал-майор милиции Киут Роберт Витальевич. Далее открытый урок продолжился на улице. Ребята раздали автолюбителям памятки с простыми, но важными правилами безопасности движения, призывающие водителей снижать скорость и быть бдительными к пешеходам. В этот раз в сопровождении педагогов и сотрудников МВД. Это не то, что нужно, это просто необходимо. Это задача номер один, я так думаю, потому что безопасность не только детей, да и взрослых тоже, это первостепенная важность на сегодняшний день. Школа у нас очень большая, движение вы видите какое. Самое главное, чтобы наши дети были живы и здоровы. Ради этого, чтобы они знали, чтобы они умели и чтобы правильно вели себя на дороге. В конце мероприятия учащиеся поделились своими впечатлениями и рассказали, как они ведут себя на дорогах. Обязательно, всегда слежу. Со школы иду, всегда по зебре, только перехожу в положенном месте. Мама, папа, и вот сейчас классный час. Нам классная руководительница все подробно рассказывала. И мы уже поняли до автомата это. Надо соблюдать правила дорожного движения и стараться их не нарушать. Это самое главное. Когда я сажусь куда-то, вот тогда я использую и телефон, и наушники, чтобы не переходил дорогу с телефоном. То есть сейчас сколько машин едут на красный свет. Открытые уроки и мероприятия по правилам дорожного движения проходят во всех школах республики. Шазина Ханагуа, Рамо Камкия, Абхазское телевидение. Общественная палата Абхазии объявляет о начале приема ходатайств от политических партий и общественных организаций на замещение вакантного места процедурно-конкурсного отбора. Документы можно подать до 20 октября включительно. Дата проведения конкурсного отбора – 25 октября. 14 октября в Сухуми состоится матч медиафутбольного клуба «10» Азамата Мусагалиева с командой «Апсны». На стадионе «Динамо» встретятся команды Российской футбольной медиалиги и сборная чемпионата Абхазии. Это будет первый выездной шоу-матч «Десятки». В перерыве розыгрыши, после игры автограф-сессия. Поддержать абхазскую команду придет легендарный футболист Ахрик Цвейба. В минувшие выходные в Москве состоялась встреча президента Абхазии Аслана Бжани со студентами, обучающимися в вузах российской столицы. Молодые люди имели уникальную возможность задать главе государства свои вопросы. Сразу после новостей смотрите полную версию встречи.
И в завершении выпуска традиционно о погоде. По сообщению Гидромедцентра, в пятницу 13 октября на территории Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 7, 12, днем 16, 21 тепла. Температура морской воды плюс 21. На этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь. Абхазское телевидение продолжает свою работу.